Мы размаўляем з першым прэзідэнтам Украіны. Спадар Леонид Кравчук ужо цяпер на відэасувязі. Вітаю вас. Доброго здоровья вам, я также вас сердечно витаю. Господин президент, сегодня очень важный вопрос. Это вопрос России, которая стала агрессором для всего региона. Как вы видите ее роль? Россия сегодня есть источником деструктивного действия и не только для Украины, а для всего региона. И это отмечают и наши европейские союзники, это отмечает руководство НАТО, это отмечают Соединенные Штаты Америки, делая конкретные шаги к тому, чтобы остановить Россию в ее намерениях расширять оккупацию Украины, ее намерениях взять под контроль все республики бывшего Советского Союза, а сейчас независимые государства, действовать вопреки закону, вопреки нормам международного права, что она делает, не считаться цивилизационными нормами, которые установлены на протяжении десятилетий в Европе и в мире. То есть Россия ведет себя как источник зла. Для Белоруссии несколько другая ситуация, потому что Лукашенко, а мы его называем самопровозглашенным президентом, Украина не воспринимает ее как легитимного президента, и она в данной ситуации поддерживает и является страной, которая сделала такое заявление и придерживается этого заявления. Но пока президент Лукашенко действует таким образом, чтобы подчинить Белоруссию, извините, России. Это становится очевидным. Он делает все, чтобы открыть Беларусь для введения войск в Белоруссию, для проведения разного рода учений. Он ездит туда на поклон к Путину. Он имеет единственную поддержку сегодня в мире, фактически это Россия. Он не приглашается и не является легитимным лидером Белоруссии, которую приглашают или которую посещают лидеры стран другого демократического мира. Поэтому мы должны понимать, мировое сообщество уже видит такую роль России. Если раньше они еще сомневались, что Россия может перестроиться, что Россия может преобразоваться, теперь понятно, что Россия совсем другие цели ставит. И поэтому я вижу, что мировое сообщество, а мы присоединяемся к нему, сделает все, чтобы остановить Россию, как сказал господин Байден, президент Соединенных Штатов Америки, остановить ее и ввести ее в рамки международного права. Чтобы Россия не думала, что она может делать все, что ей захочется, что она будет делать то, что должна делать страна, взявшая на себя обязательства, в том числе и международного характера. Александр Лукашенко при этом впервые на этой неделе открыто обвинил Киев в причинах войны во время встречи с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Есть ли тут угроза со стороны Минска, чтобы белорусские территории Александр Лукашенко позволил использовать в качестве такого военного плацдарма для российской армии? Я Лукашенко лично не участвовал в любых переговорах. Но я знаю, я встречался с ним. Я знаю его после того, когда посетил Беларусь и для того, чтобы отметить, кажется, десятилетие Белорусской пущи, где мы подписали очень важный документ, благодаря которому страны стали независимые, и в том числе Белоруссия, и в том числе господин Лукашенко стал президентом, потому что за советское время
я не думаю, что ее очень многие знали в Белоруссии. Только благодаря этому, что мы взяли на себя такую миссию и открыли дорогу к свободе и демократии в бывшем Советском Союзе, который был последней империей, а господин Лукашенко где-то там, я не знаю, работал среди миллионов людей, которого не то, что никто не знал, а никто никогда не видел. И он стал президентом, использовал такую возможность демократии для избрания. Но, видя его замашки тогда уже, я откровенно говорил, и сейчас говорю откровенно, что он родился в диктаторской рубашке. И поэтому я к нему отношусь весьма критически. Тем более я никогда не буду принимать во внимание его постоянные заявления об Украине, так как они меняются постоянно. То есть он или поддерживает, потом вдруг не поддерживает. То есть он говорит одно сегодня, завтра другое. И нет последовательности, нет какой-то такой государственной, твердой позиции на международном уровне. Он видит во всем какую-то игру. То есть он играет, где-то побеждает, где-то... Но везде в центре внимания он. Что касается встречи с народным депутатом Шевченко, это частная поездка депутата Шевченко. Она никем не инициирована. Он не имеет никаких и не имел никаких полномочий для этой встречи, даже фракции Верховного Совета. Поэтому он поехал сам, как он сказал. Я очень уважаю, даже люблю президента Лукашенко. Но это его дело, он может любить, кого он хочет. Но какие-то выводы из этой встречи, вообще это смешно. Никакой встречи не было, это был частный разговор. Это не было официальной встречи. Был частный разговор народного депутата с господином самопровозглашенным президентом. Оно где-то так совпадает по своему характеру. Поэтому эта встреча в Украине не показывалась. Мы ее вообще не видели. Я ее не видел. И не хочу о ней даже говорить, потому что никаких последствий, никаких решений после этой встречи не было и не могло быть. А что касается Минских соглашений, с 2020 года вы руководите контактной группой по урегулированию украинского конфликта. Ранее эта группа принимала важное решение для Украины. Здесь Александр Лукашенко очень хорошо использовал эту ситуацию для себя тогда, для выстраивания своей международной политики. Какова судьба этих документов сегодня? Потому что мы видим, что дальнейшие такие переговоры на площадке Лукашенко невозможны. Мы исходим из того, что эти принятые документы действуют, и Украина их выполняет. Это заявление не только Украины. Это говорит руководитель, постоянно действующий руководитель ОБСЕ. Это говорит администрация президента Путина. Это говорят в Европейском Союзе. Это говорят министры иностранных дел «семерки». То есть на любом уровне подчеркивают, что эти документы надо выполнять всем, и что Украина сегодня их выполняет. Есть один вопрос сложный для нас, и не только для нас, что нет как достаточно эффективного и достаточно действующего механизма контроля за выполнением. Но возвращение в Минск на площадку Минскую невозможно. Дело же не в том, что у нас какие-то плохие отношения к самой Белоруссии. Мы считаем белорусский народ действительно народом близким, очень близким для нас. Это уже исторически так сложилось. И я всегда говорю, что я желаю белорусскому народу всего наилучшего, что можно пожелать и украинскому народу. Но в данной ситуации, когда нет фактически легитимного президента, когда нынешний президент стремится
подчинить Белоруссию России и выполнять волю России, агрессора, который ведет войну против Украины, то нет логики, как мы можем на такой площадке принимать решение о мире. Поэтому здесь нет никаких других причин. Есть одна причина. Беларусь сегодня имеет нелегитимного лидера. Беларусь сегодня имеет лидера, который пытается подчинить всю Беларусь России, который применяет недемократические методы, который ведет репрессии, который кидает за граты мирных демонстрантов, который ведет просто неуправляемую войну против оппозиции, используя силу в том числе. Конечно, даже встречаться с таким человеком не пристало нам, потому что у нас и другая позиция. Поэтому мы будем предлагать ОБСЕ и другим участникам трехсторонней контактной группы место для проведения заседаний в другой стране. Вы, как человек с большим политическим опытом, сегодня смотрите на Лукашенко как на политика, которого ждет судьба, не знаю, Виктора Януковича или, может быть, Муаммара Каддафи или еще кого-то? Я не буду сравнивать, какая ждет его судьба, как в сравнении с какими-то другими людьми в истории. Но я могу сказать, что его ждет тяжелая судьба. Если бы он руководствовался хотя бы чувством здравого смысла, он понял, что находиться при власти, где постоянно нарушаются нормы международного права, где постоянно применяются диктаторские методы управления, где страна не поднимается до независимости, а хочет все время, как говорится, потерять почему-то. Лукашенко хочется эту независимость. Он мечется между, как говорится, своим желанием руководить и желанием подчиниться кому-то. Не кому-то, а России. Поэтому его ждет тяжелое последствие. И те заслуги, которые в него были перед Беларусью, они были, я не говорю, что он ничего не сделал для Беларуси. Те заслуги, которые даже были, они будут просто снивелированы до нуля. Его ждет забытие в истории. Это я точно знаю, это обязательно произойдет. Потому что вот сегодня он сделал вывод, видите ли, что его кто-то хочет лишить жизни. И он уже заявил, я недавно слышал, что, дескать, я уже думаю о том, кто же будет наместником. И вот наместником он считает, что должна быть Совет обороны, коллективный орган. А руководить этим коллективным органом будет премьер-министр. То есть он уже создает иллюзии или мнение у людей, что, видите, он такой важный, такой ценный, что его хотят прибрать с пути. И называется уже там кто? И Соединенные Штаты Америки, и украинские националисты. Кого только он не прошивает белыми нитками к этому всему. Я просто удивляюсь. Неужели он думает, что люди это дети, или люди это какие-то мировое сообщество будет слушать и будет верить вот этим всем бредням, которые делает господин Лукашенко. Он просто выглядит смешно сегодня. Его желание удержать власть, удержать кресло под собой становится просто карикатурой. Иногда на поведение человека такого уровня. Президент же выбирается народом. Это доверие к народу, и народу к человеку. А он сам это доверие, которое в нем когда-то было, он его просто уничтожает. Он становится персоной нон-грата не только для стран демократических, а для своего народа. Леонид Макарович, а что бы вы сказали белорусскому народу, белорусам, которые смотрят, которые сражаются за свою независимость сегодня?
Я бы сказал, зная, как тяжело мы боролись за независимость Украины, а на мою долю выпала такая судьба, что я тогда стоял во главе этого процесса украинской независимости. Я знаю какие-то сложности, какие это иногда жертвы требуются, какие напряжения. И главное для белорусского народа, мое желание, не потерять веру в то, что справедливость будет на стороне народа. Это первое. Второе. Народ, я знаю белорусский народ, может быть меньше, чем украинский, но я знаю его силу и мужество, и что он с историей, я просто привожу исторические аналогии, всегда народ побеждает. Не было случая, чтобы народ не победил в истории, такого не было. Если народ верит и показывает свою силу, и не боится любых, говорится, действий власти, которая уже, уже очевидно, она потеряла не только авторитет, она уже держится только на силе органов власти, силовых структур и России. Больше же нет у нее поддержки какой-то серьезной. Поэтому перспектива победа белорусского народа. Я верю, несмотря на моих 88 лет фактически, я искренне верю, что я это увижу. Вы знаете, я очень глубоко и с глубоким уважением отношусь к господину Шушкевичу, с которым я подписывал это Беловежское соглашение о денонсации Советского Союза как геополитической системы. И когда я встретился в Белоруссии уже после подписания через какое-то время, я узнал, что господин Лукашенко определил для господина Шушкевича пенсию в $3. Вы знаете, у меня, я не знаю, какое внутреннее у меня было состояние и сколько там накопилось слов. Если слов тяжелых для любого человека, тем более для такого масштаба президента, опуститься до такого уровня примитивизма, до такого уровня ненависти к человеку, чтобы использовать свою власть президента и попытаться унизить Шушкевича. Его нельзя унизить. Уровень Шушкевича интеллектуальный, политический, нравственный, он настолько высок, я это знаю, не просто чужих слов, а лично чувствую, настолько высок, что никогда такому человеку, как Лукашенко, нельзя его унизить. Эти попытки унизить Шушкевича означают унизить самого себя. Поэтому я верю в это все, что таких людей, как Шушкевич, как оппозиция нынешняя, я знаю, сколько я вижу хороших журналистов, хороших людей, которые понимают ситуацию, глубокие оценки, аналитические. Я вижу женщин белорусских, которые с цветами ходят на мирные демонстрации, а к ним применяют пытки, вооруженные до зубов какие-то люди, применяя насилие и так дальше. Конечно, я думаю, что эту страницу история будет помнить всегда, страницу белорусского народа. Но будет главной в этой странице победа белорусского народа. І будзем гэтага трымацца. Дзякую вам за гэтую размову. Першы прэзідэнт Украіны Леонид Макарович Кравчук, маім і спадарства гостем у нашей программе. Желаю вам всего хорошего, веры, силы и надежды. Говорят, что человек и человечество держится на 3 китах. Любовь, вера и истина. Это все проходит через Бога, через нравственные основы нашей жизни. Мы, как славяне, как люди, которые исповедуют
христианство, веру, мы должны знать, победа будет за нами, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне Бог. Он будет защищать правду, свободу, любовь и истину. Я желаю вам успехов. Дякую, Валерій. Дякуємо.